Сегодня к нам обратилась пациентка, у которой нет жалоб. Как вы думаете, смогли ли мы найти то, что требует лечения? И смогли ли мы ей помочь, несмотря на то, что у нее нет жалоб? Меня зовут Атякшев Александр, я врач-остеопат, специалист метода PDTR. Смотри видео, и ты удивишься. Да, значит, у нас есть пациентка Алена, у которой, в принципе, жалоб никаких нет. Ну да, в целом все хорошо. В целом все хорошо. Была какая-то история, связанная с нарушением прикуса в юном возрасте, да? Да. Зрение. Со зрением. Была коррекция прикуса брекетами. Коррекция зрения до лазера. Коррекция зрения лазером. И у нас была лапароскопическая операция одна по поводу там. Кисты, да. И мы хотим посмотреть, а все ли хорошо у нас, да? Первое, что мы используем, вот этот тест, который мы называем толчковым, ну, это функциональное тестирование. Ножки вместе. Я удерживаю бедро и делаю толчок. Здесь есть нестабильность. Я удерживаю бедро, толчок в эту сторону. Здесь более-менее держит. Мы можем посмотреть, как работают ее флексоры плеча. Сопротивляемся. Тут слабость. Флексоры плеча. Слабость. То есть ручки плохо работают. Немножко есть падение в эту сторону. И первое, на что мы обращаем внимание, это лапароскопия. Она достаточно агрессивно себя ведет с точки зрения нервной системы. То есть это травматизация значимая. Мы, когда положили руку на пупок, мы снизили там сигнал с болевого рецептора, который там располагается. И мы смотрим, как поменяется тонус. Держим. Тонус меняется. Держим здесь. Тонус меняется. Я понимаю, что вот эта история, несмотря на то, что жалоб нет, она вас все равно нагружает. Мы сейчас посмотрим другие мышцы в положении лежа. Мы посмотрим, как работают мышцы ног. Держим ножку в таком положении. Я буду вниз давить, вы сопротивляетесь. Держим. Вообще не работает. Не работают. Хотя я думала, что я в хорошей форме. Но то, что вы ходите в зал, это позволяет вам более-менее себя в форме держать. Если бы вы в зал не ходили, ваша ситуация была бы гораздо хуже. Теперь, тут еще какая-то... Царапина-то я падала в колодец. Ну, какая-то ямка закрытая была. Снова руку на пупок. Согнуть ножку. Держим. Видите, как меняется тонус? Вот тонус. Убираем. Вот тонус. То есть это нагружает вашу нервную систему. Даже если у вас нет жалоб сейчас, это не значит, что как бы у вас все в порядке. Это означает, что рано или поздно при каких-то дополнительных нагрузках может возникнуть какая-то проблема. А у вас после зала ничего не болит, не бывает, а локоть, там, колено, нет? Нет, все хорошо? Я даже сейчас большие нагрузки стала выдерживать хорошо. Даже большие нагрузки удерживать? Ну да, то есть я могу, наверное, 10 километров прибежать, и мне нормально. Или 10 километров. Да. Ну и тоже, то есть поплавать, сходить с камером, потом еще... Но вы железом-то не занимаетесь? Железо тоже есть. То есть вес поднимаю хорошо. Вес поднимаете, ну, да? то есть вот эти 4-5 килограмм вот так вот на грудь, и в принципе, конечно, меньше. То есть я, получается, могла еще лучше заниматься. Так мы сейчас полечим, вы пойдете заниматься и почувствуете разницу. Я нашел 2 рецептора, которые в районе травмы возбуждены до сих пор. Пирсинг был когда? 107 год. Ну, много лет, короче. Сейчас посчитаем. 4. Ну, да, много. Да, посчитал. Почти 20 лет. Почти 20 лет. Теперь, и до сих пор эта история с вами. Я теперь стимулирую 2 рецептора, которые я нашел. Делаю рефлекс. Бом-бом. Это я сделал подбородочный рефлекс и зрачковый рефлекс. Либо я могу сделать вот такой рефлекс коленный, либо вот такой бицепитальный. И мы смотрим, что получается. Сопротивляемся. Тонус работает. Держим. Все, включилось. Ножку согнуть. Держим. Включилось. Ножку согнуть. Держим. Включилось. Тут еще немножко что-то надо бы полечить. Мы посмотрим. Теперь я проверяю. Раз, два, держим. Раз, два, держим. Все. Мы полечили одну историю. Пирсинг. Все-таки не лапароскопия. Не лапароскопия. Но лапароскопию мы сейчас проверим. Я порастягиваю пупок. Удивительно, но пока не звучит. Теперь кесарево. Я постучу по кесареву, по рубцу.
Слабеет. Значит, это влияет. Значит, там есть проблема. То есть, Там фиброз ткани по УЗИ. ну тут рефлекторно есть. Смотрите, если я глажу здесь, ничего не происходит. Глажу здесь, ничего не происходит. Глажу здесь, ничего не происходит. Глажу здесь, бам, сразу все происходит. Сразу возникает слабость. Еще раз, ручка, держим. Кесарево влияет, да? Сопротивляйтесь, ручка, держит. Слабость. Был спинной кольчик. Да. Еще раз проверяем. Хоп. Слабость. Постучим. Держим. Сила. Теперь мы это тоже пролечим. Мы можем убрать все эти следы очень быстро. Раз. Согнуть ножку. Слабость. Держим. Все. То есть у меня есть самый точный инструмент для общения с телом, с нервной системой, точнее. Есть мышечный тест. Он очень чувствительный. То есть я могу задать вопрос нервной системе, ну или телу. Как тебе, если я тебе нагружу рубец? И получить ответ. Понятно? И причем я могу задать вопрос такой. Какой рецептор там возбужден? И получить ответ. Задать вопрос, какой рецептор компенсирует это возбуждение, и получить ответ. И дальше это мне помогает пролечить. То есть я понимаю, как замкнулся рефлекс оборонительный. И дальше, создавая на эти же стимулы, которые я нашел, сверху записывая другой сухожильный рефлекс нейтральный, я как бы убираю этот рефлекторный ответ. А сейчас вы убираете? Все, я уже убрал. Убрали? Да. Нашли точку? Где-то здесь? Да. Вторая точка здесь. Да, держим. Теперь я проверяю, снова задаю вопрос, как вот, если я буду стимулировать грубое касание. Без проблем. Держим. Без проблем. Держим. Держим. И теперь мы снова смотрим, как вы стоите. Я вас буду толкать в сторону, вы сопротивляетесь. Так, На ножки вместе. Ага, сопротивляемся. По-другому? Да, крепче. Да. Держим. Крепче. Вообще прямо сейчас не сдвинуть вас. Ручку вперед. Держим. Сильная. Опускаем. Ручку вперед. Сильная. Примерно так это выглядит. Укольчик проверим, как работает. Ну, спину, которую вам делали. Опять же, я беру мышцу, тонус. Держим. Задаю вопрос. Если я кольну в районе, где был укол эпидуральной анестезии. Раз, два, раз, два, раз, два. Держим. Слабеет рука. Видите, да? Держим. Нет, подумайте про боль. Держим. Да. Лечение моментальное. Вы думаете про боль, я стимулирую здесь. И мы делаем рефлекс. Проверяем. Держим. Снова я попробую стимулировать. Там лечение заняло, там, не знаю, 7 секунд. Вот. А проблем от этого может быть очень много. У меня были пациенты, которые приходили, женщины после родов, после кейса, они встать не могут. У них все болит. Мы лечим вот то, что я сейчас вам сделал, и у них боль проходит. А у меня не было такого. Ну, вы в хорошем состоянии, вы как бы хорошо компенсированы. Но бывают вот такие, с таких же историй бывают очень значимые. Так, теперь, это мы убрали, сейчас я кое-что еще проверю. Раз, два, три, держим. Отлично. Так, то есть кесарево, пирсинг, лапароскопия не повлияла, да? Все повлияло. Все повлияло. Ну, лапароскопии пока нет. Пирсинг, да. Кесарево, да. Укольчик в спину, да. Ложимся на спину. Зубы? Зубы, да. Ножку согнуть. Держим. Зубками постучить. Чувствуете разницу? Сейчас некоторые пойдет. Сильная. Зубками постучать. Не бросайте. Слабая. А зубы не болят, ничего там вообще нет. Ну вот недавно была на чистке, как недавно, несколько месяцев, вроде нет признаков кариеса ничего. Ну я не часто лечу, обычно хорошо. Жалоб никаких нет там. Почему-то я кусаю только с одной стороны, вот орешки, семечки, потверже, яблоки. То есть вы кушаете с одной стороны? Да, чаще всего с одной стороны. С которой?
Ну, справа. Справа. По-моему, да. Мы сейчас можем просто понагружать. Я понагружаю зубки с одной стороны. Откройте. Вот здесь понагружаю. Немножко согнуть. Сопротивляемся. Тут нормально. И потом понагружаю с этой стороны. Не слабеет. Понятно, да? То есть как бы настолько точный инструмент, я нашел даже, я могу сейчас найти даже конкретный зуб. Там же удалили как раз верхний. Ну, там проблема. Нервная система не будет там выживать. Понятно? Переживают, что удалили зуб. Нет, она не переживает, а просто она там получает сигнал какой-то. А когда удалили? Давно? Ну, 4 зуба удаляют, чтобы брекет поставить. Да, я понимаю, да. Но у вас же 16 лет. вас же 2000. со всех же сторон удалили, 2000. а реагирует один. Ну, потому что этот первый самый удалили. Возможно, открою. Я сейчас нагружаю, согнуть ножку, держу. Слабость. Держу. Ну, Да. это болезненно отреагировало, что мне просто удаляют здоровые зубы, и это первый удалили. Ну да, Потом 3 вместе как-то удалили. скорее всего, вот эта история, она для вас более, ну, для вашей нервной системы более значима. Удаление этого зуба, оно не прошло даром. И у нас здесь есть какая-то... Я так постимулирую чуть-чуть. Неприятно? Слабость. Почему вы думаете неприятно? Не знаю, как-то. Потому что там сигнал высокий, да. Да, я как-то реагирую. Почему? Держу. Да. То есть вот так неприятно. Просто. Сейчас нормально. Сейчас нормально. Вот это как-то не ожидала. Что... А здесь? И спокойно. А здесь что-то не Ну, нравится. как-то даже вот здесь вот выше. Где-то вот здесь вот. Вот тут. Ну, где-то да, ближе к уху. Хорошо. Ну, сейчас Где-то там, да. вот так, да. Пролечим. Слабость. Сейчас как? По-другому? Что, я даже задумалась. Нет, ну, в смысле, что я не чувствую этого. Нормально, да? Да. Ну, снова проверяем. Держу. Зубками постучать. Остановиться. Все. Вот так мы можем нормализовать много-много всего, всяких функций, в зависимости от того, какой запрос. У вас понятно, что запроса как такового, ну, то есть просто посмотреть, все, мы убираем все, что находим. Мы можем посмотреть вашу... А вот фиброз, потому что мне говорят, что у меня вот фиброз есть. Мы посмотрим сейчас живот. Просто я понагружаю, потолкаю сюда, держу. И у меня у всего есть обратная связь. Ну, то есть на любое воздействие я могу получить некий ответ. Слабеет. Все, в районе правого яичника есть проблема. Ну там же и почка справа как раз. Вот там можем- какая-то правая сторона. Да, мы можем проверить даже почку, да. То есть взять и поцарапать. Все справа же. Да, держим. Да, и правая почка тоже в проблеме. Ну, причем они могут быть даже... Я сижу, всегда поднимаю, мне удобно сидеть просто, когда долго сижу, поднимаю правую ногу, сижу за столом с поднятой правой ногой. Вот. Это вот одна из жалоб, которая как бы не является жалобой, но которая нервная система говорит, Это комфортно. давай-ка мы уберем натяжение Да, с и я внутреннего каждый раз органа. поднимаю правую, мне легче так. Да, вам просто комфортнее Это сидеть. же в машине, когда далеко еду, я поднимаю правую ногу. Все, мы сейчас полечим, и, может быть, это будет по-другому. Двойной стимул здесь. Держим. Слабость. Держим. Все, да. Есть проблема с яичником и с почкой, они связаны. Это одна история. Как это... Когда это произошло, что случилось? Ну, это мне сложно сказать. Но смотрите, опять же, у меня есть тонус. Ага. И я могу простимулировать здесь, например. Ничего не происходит. Стимулирую здесь. Ничего не происходит. Стимулирую здесь. Вот здесь. Происходит. Возникает слабость. То есть нервной системе не нравится симпатическая стимуляция правого яичника. То есть там есть проблема. Может, пережито что-то. Но тут не пережато, мы просто это можем полечить. Это вообще тут другая логика. Мы сейчас это полечим просто и все. Я не помню таких жалобных травм Держим. справа. Держим. Держим. Все, хорошо. Сейчас снова попробую вернуть. То есть о чем это говорит? О том, что у вас какая-то, несмотря на то, что жалоб нет, вы хорошо компенсированы, какая-то у вас все равно история с правой стороны была. Вы как-то себе
Ну, там, это, возможно, травматизация, это может быть травма шеи. Кстати, про шарфики. Мой любимый вопрос. Одеваю. Вам нравится носить шарфики? Я окутываюсь, мне надо, чтобы было тепло. Прекрасно. Шарфики тоже, да. Прекрасно. Это о чем говорит? О том, что там есть проблема. Да? Да. То есть проблема, связанная с рецептором тонкого прикосновения. Когда вам хочется закрыть шею, ну, как бы защитить ее. Я все время себе массирую основание, вот это вот мне надо, когда Еще зажал. люблю Да. приходить домой, вот мне надо вот все время вот это вот основание черепа. Помассировать. Да, да. Хорошо. Давайте мы посмотрим. Держим. Слабость. Слабость. На шее справа есть возбужденный рецептор тонкого прикосновения, которому противоположным стимулом является грубое прикосновение шарфика. То есть, когда вы шарфик одеваете, вам лучше. Мне просто холодно еще. Ну, вы можете себе хоть как интерпретировать. Хорошо. Ваша нервная система, она говорит, один шарфик, Один капюшон, один шарф. один капюшон. Да, Ты- да. Вы такая нервная система. А почему я должна одеть капюшон? Потому что тебе холодно. Ну да, действительно. Раз и одели. Ну, как бы логично. Логично. Но у этого есть объяснение. То есть, когда я здесь прикасаюсь слегка, нервная система говорит вот так. Мне не нравится. Я прижимаю какие-то другие зоны. Сейчас мы найдем вторую зону. И это будет как раз на районе сустава. Да. Что? И это причина нарушения вашего прикуса в детстве. То есть почки, Это все, скорее всего, одна история. а началось с прикуса, Началось, пошло вниз. это не с прикуса, началось с травмы шеи. С травмой шеи. И это в родах. Как ведет себя эта дисфункция? Я буду толкать в сторону, вы сопротивляетесь. Держит, да? Да. Все хорошо. Теперь я добавлю шею в тест. Сопротивляемся. Видите, падает. Чувствуете разницу? Да. Здесь тоже падает. Теперь, если я здесь вот так одену шарфик, сопротивляемся. Лучше? Чуть лучше, да. Вот в ту сторону лучше однозначно. Да. Еще раз шарфик. Держим. Лучше, лучше, лучше. И поехала. Все. Чувствуете, да? То есть мой сигнал кончился. Еще можно всем шарфик здесь подавать, да, сигнал? Это мы сейчас полечим. Но, в принципе, это объясняет, почему вам нравится шарфик. Наверное. Или не очень. Нет, я поняла, но просто неожиданно. Я думала, что мне холодно. Давайте еще раз смотрите. Я поняла вас. Слабость. Шарфик помогает не снять напряжение, и уже становится лучше. Точно на тот стул. Держим. Хорошо. Ложитесь на спинку. Ножку согните. Держим. Сейчас мы это полечим. Не нравится? Как-то я реагирую. Как-то вы так отдергиваете, да? Ага. Снова вот так постимулируем. Меньше реагируете. Часто. Садимся. Сопротивляемся. По-другому Легче. легче. И мышцы шеи будут работать, и вам, возможно, не будет хотеться разминать их вечером. Вот эти вещи. Потому что это же потом влияет, что опускается носогубка, вот здесь все падает. Все на все влияет. Зубками снова постучать, остановиться, ручку вперед, держим. Раздел. Все, отлично. Какие-то есть вопросы? Собрали. Ну, вы и так, в принципе, в хорошем состоянии, просто мы убрали еще какие-то вещи, без которых вы сможете жить гораздо лучше. Абсолютно точно. С вас обратная связь, как вы себя будете чувствовать на тренировках. Как мы смогли увидеть на этом видео, у нашей пациентки, у которой как бы нет жалоб, на самом деле было что полечить. И мы с ней разговаривали после приема. Она говорит, после родов у нее были головные боли, которые она неврологически не смогла никак победить. И победила она их путем регулярных занятий йогой, нормализации питания и биологически активными добавками. Головная боль у нее ушла,
но она вынуждена заниматься каждый день йогой по часу минимум. Как только она перестает заниматься, у нее жалобы могут вернуться. Значит, мы что обнаружили у нее? Мы обнаружили у нее самое важное на тот момент, на момент приема травму – это пирсинг. Как ни странно, пирсинг – это травма. И она нагружает нервную систему не хуже рубца от кесарево сечения, а в ее случае даже сильнее. И об этом говорило то, что она не могла носить пирсинг, потому что нервная система настолько была возбуждена в этой зоне, и она не хотела раздражать еще больше те рецепторы болевые, которые там возбуждены. И она не носила этот пирсинг. Дальше мы полечили рубец от кесарево сечения. Обязательно нужно лечить рубец от кесарево сечения, потому что там рефлекторный след остается. У некоторых пациенток он не выраженный, у некоторых пациенток появляется боль в поясничной области. И может быть глобальный ответ в виде снижения тонуса всех мышц. Дальше мы нашли источник ее неправильного прикуса. Это была травма, скорее всего, в родах, травма шеи. Тоже мы его пролечили. Мы убрали значимые для ее нервной системы истории, которые нагружают ее и которые забирают у нее ресурсы. Метод PDTR позволяет очень точно найти все источники проблем нашего пациента и эффективно их устранить. Обычно 2-3 сеанса достаточно для того, чтобы очень хорошо адаптировать нашего пациента, убрать много-много рефлекторных вот этих историй, и пациент чувствует себя очень стабильно, очень хорошо, и дальше пациент к нам приходит раз в год или после какой-то травмы, после удаления зуба, после какого-то падения, после эмоционального стресса. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк, подписывайся на канал, нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, и обязательно пиши комментарии и вопросы под этим видео. А если ты хочешь также помогать своим пациентам, эффективно разбираться с его жалобами, приходи к нам в школу PDTR, ссылка в описании, проходи, знакомься с материалами. Мы тебя ждем на учебе. Учеба занимает 1 год. Базовый курс состоит из 5 семинаров по 3 дня. В течение года ты станешь специалистом метода PDTR и сможешь помогать своим пациентам. Также у нас есть мастер-класс, на котором мы демонстрируем приемы или тесты, которые мы назвали функциональным тестированием, которые помогают специалистам любой помогающей профессии ответить на вопрос, где же проблема у вашего пациента. Эти тесты очень простые, легко воспроизводимые, не требуют знания анатомии, физиологии и не требуют специального оборудования. Поэтому они не универсальны. Вы можете за 1 день их освоить и уже на следующий день помогать своим пациентам гораздо эффективнее. Ссылка тоже в описании. Приходи учиться, и ты станешь классным специалистом. Тебе большое спасибо за то, что посмотрел видео, за то, что ты поставил лайк, за то, что ты подписался. С тобой был Атякшев Александр. До новых встреч, до новых видео.